В эфире новости спорта. Здравствуйте. Независимый дисциплинарный орган временно отстранил президента Всероссийской Федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Помимо Шляхтина отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова и антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова. Напомню, Данил Лысенко был отстранен после того, как пропустил 3 внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе изучения обстоятельств случившегося были выявлены факты подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины нарушений. ВФЛА обязана ответить на обвинения до 12 декабря, после чего данный вопрос будет передан в Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Сборная России по теннису в составе Карена Хачанова, Андрея Рублева и Евгения Донского встретятся в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой Сербии. Результаты жеребьевки опубликовала пресс-служба турнира. Встреча россиян состоится сегодня. В составе сборной Сербии выступают Новак Джокович, Душан Лайович, Филипп Краинович, Виктор Троицкий и Янка Типсаревич. Напомню, российские теннисисты вышли в четвертьфинал турнира со 2-го места группы «Б», уступив испанцам и выиграв у хорватов. Сербия вышла с 1-го места группы «А», одержав победы над командами Японии и Франции. Итоги Кубка Дэвиса будут подведены 24 ноября. Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести следующий поединок в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Об этом спортсмен заявил накануне. Наиболее вероятным соперником россиянина является американец Тони Фергюсон. В данный момент на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там выступать. Мы нашли другое место с высокой долей вероятности. Мой бой состоится в Бруклине в апреле, сказал Нурмагомедов. Московский «Спартак» выиграл у минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 7-2. В составе красно-белых дубли оформили Каспарс Даугавинш и Александр Хохлачев. По одной шайбе забросили Артем Федоров, Анатолий Никонцев и Максим Цыплаков. У «Динамовцев» взятие ворот провели Францис Паре и Тему Пулкинин. «Спартак» одержал 3-ю победу подряд и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков. «Динамо» идет на последнем 12-м месте, имея в активе 23 пункта. В следующем матче «Спартак» сыграет с Нижнекамским «Нефтехимиком», а минский клуб встретится с омским «Авангардом». Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джики занял 69-е место в рейтинге 100 лучших игроков отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Джики провел все 10 матчей в отборочном раунде, в которых забил 1 гол и совершил 48 отборов, а точность его передач составила 90%. Первое место в рейтинге занял форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай. Вторым стал голландский полузащитник Фрэнки де Йонг. 3-е место у вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда. Российский мини-футбольный клуб «Тюмень» со счетом 3-0 одержал победу над казахстанским «Аятом» в матче первого тура элитного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Тюмени, а в составе россиян голы забили Артем Антошкин, на его счету дубль, и Бруно Тафи. «Тюмень» выступает в группе «Б», где помимо «Аята» играют хорватский «Ново Вриеме» и действующий победитель турнира португальский «Спортинг». Во втором туре российский клуб сыграет с «Ново Вриеме». Встреча пройдет этой ночью. Мини-футбольный клуб «Заря» сыграл в ничью с липецкой командой ЛКС в перенесенном матче 6-го тура Высшей лиги России. Встреча завершилась со счетом 4-4. А в составе якутян по 2 результативных удара нанесли Джоустан Пестряков и Никита Рычков. У липецкого клуба хэт-трик оформил Павел Назаров. Одно взятие ворот на свой счет записал Максим Истомин. В турнирной таблице чемпионата «Заря» идет на 8-й позиции, набрав 9 очков. ЛКС занимает 3-ю строчку, имея в активе 17 пунктов. В следующем туре якутские футболисты сыграют со столичной «Красной гвардией». Встреча состоится 26 ноября. ЛКС 4 днями позднее встретится с нижегородским «Оргхимом». К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.